Видно, да, на моей презентации? Да. Мгм. Добрый день, уважаемая аудитория. Сегодня я хотел бы рассказать вам о маркетинговой стратегии. Это очень важная тема. Почему? Потому что на рынке мы очень часто встречаем компании, у кого еще нет стратегии. Все двигаются по ходу дела, так скажем. Это казахстанский рынок, поэтому здесь мы делаем все параллельно, да, создаем бизнес, сразу же делаем, сочиняем маркетинг в ходе, процессе работы, поэтому не всегда получается задумываться немного заранее о стратегии. Естественно, мы советуем вам по стратегии подумать заранее, когда вы уже закладываете первые кирпичики своего бизнеса и создаете бизнес-план. Меня зовут Дастан. Если какие-то вопросы есть, прошу, пишите в комментариях. Сегодня почему наша тема называется «Построение маркетинговой стратегии по швейцарскому методу», потому что, во-первых, я сам обучался в Швейцарии, и у нас команда именно обучившихся специалистов в Швейцарии, а также иностранные консультанты с-за рубежа, в основном с Швейцарии. Естественно, вы знаете, Швейцария уже говорит о своем названии, уже это бренд, да? Поэтому сейчас вы знаете, вот на рынке я тоже владею некоторыми бизнесами, и вы знаете, естественно, мы, как и вы все, обжигались уже несколько раз фрилансерами, которые не совсем ответственно подходят к своей работе. Также нанимали компании, которые не совсем ориентированы на результат. Поэтому сейчас я являюсь консультантом именно компании Амаркетинг, потому что эти два вопроса у нас сняты. Сегодняшнее содержание нашего мастер-класса – это пятиступенчатая стратегия, как ее применить на своей компании, как написать стратегию, мы вам структуру, естественно, объясним, отличие стратегии казахстанской и швейцарской модели, методики, стратегии цифрового маркетинга. Вы сами знаете, что это сейчас цифровой век, поэтому это будет очень важно и полезно, я думаю. Многие люди, которые занимаются бизнесом, не совсем понимают, что это значит и как ее применять. Бесплатные пути продвижения очень важно, я думаю, будет для вас. Немножко затронем о воронке продаж, а также как же без подарков, то есть в конце мы покажем, какой у нас есть бонус для вас. Сразу приступим к написанию стратегии, чтобы время и наше не занимать. Вы все знаете, что на рынке есть массовые рынки, массовые бренды и люксовые. Да? То есть вы должны будете определиться, потому что массовая сфера продает реальность, а люксовая продает мечты. То есть это о многом говорит. Сейчас вы увидите перед собой 7 пунктов, на которые надо сфокусироваться для того, чтобы начать писать свою стратегию. Естественно, так как вы начинаете уже бизнес, вы уже исследовали рынок, в этом мы не сомневаемся, но надо будет немножко на рынок посмотреть со стороны маркетинга, с точки зрения маркетинга, сделать оценку текущего состояния компании. Если вы только начинающая компания, то, естественно, вам надо будет посмотреть конкурентов. Это сделать нужно будет ряд анализов, так скажем, поставить конкретные цели, потому что корабль без цели, это как, компания без цели, это как корабль, плавающий в море, непонятно куда, да, то есть будут много турбуленций. Поэтому разделение рынка, то есть наиболее подходящего выбора, наиболее подходящего сегмента, то есть в маркетинге вам нужно будет определить сегменты, то есть сферу свою сегментировать, своих потенциальных клиентов сегментировать. Нужно будет разработать позицию свою компании, то есть в каком вы будете направлении. То есть это будет агрессивный маркетинг, это будет оборонительное позиционирование вашей компании, а также нужно сделать все после этого оценку стратегий, то есть насколько она экономически правильно у вас сделана. Потому что, естественно, надо будет посмотреть и на бюджет, когда вы разрабатываете маркетинговую стратегию, план и мероприятие. Здесь мы разработали 10 шагов также к написанию стратегии. Начинается она с ассортиментной политики компании,
Вам необходимо будет разработать формат работы с рынком, то есть как у вас будет сбыт, как у вас будет работа налажена с дистрибьюторами или иными поставщиками, теми, которые будут распределять ваши товары по рынку, продавать там, и так далее. Надо будет посмотреть методы конкурентной борьбы, также позиционирование, опять же, бренда это очень важно, и ценообразование. То есть надо будет посмотреть, опять же, после анализа конкурентов, ваше ценообразование, ваши продукции или услуги. Далее вы делаете распределение, продвижение согласно бюджету и, опять же, анализируете маркетинговую стратегию после 10 шагов на пути написания стратегии. Вы также здесь видите целую диаграмму, как написать стратегию. То есть первое – это выбор целевого рынка, опять же, анализ конкурентов делаете, внутренних возможностей, сегментацию проводите. Здесь уже более конкретно по маркетингу. До этого, если было больше по бизнесу, сейчас вот по маркетингу вам нужно сконцентрироваться именно на сегментировании рынка, сегментировании именно вашей целевой аудитории. Далее у вас идет характеристика потребителей, то есть на рынке есть понимание потребитель и покупатель. То есть это совершенно разные вещи. Например, если в образовании брать, например, родители – это покупатели, а дети, студенты – это потребители в данном случае. Далее вы можете увидеть модель потребления, вот то, что я вам рассказал, примерно к этому подходит, и потребительские ценности, что важно будет для них, для ваших клиентов, почему именно ваш бренд, почему они развивают лояльность к вашему бренду, что их держит. Да? Далее, когда вы делаете брендинг, надо будет очень внимательно посмотреть саму продукцию, опять же, ценообразование, методы продажи, какими каналами вы будете это производить, ну и, естественно, продвижение, пиар для того, чтобы вас узнавали на рынке. Например, если взять, например, элементарно бритву Gillette, то обычно мы, например, мужчины в основном знают, когда вы говорите «надо купить бритву», мы говорим обычно «надо купить Gillette». То есть это именно маркетинг, который засел уже у нас в голове, так скажем. Пятиступенчатая стратегия. На самом деле это стратегия, которую мы разрабатывали для компании Swiss Education Group. Это представительство по Центральной Азии. Здесь вы видите, что это образовательная сфера, и причем ее ниша в том, что они обучают в сфере гостеприимства. То есть мы разработали, посмотрели всех стейкхолдеров на рынке, то есть всех заинтересованных сторон, так скажем, да, и исходя из этого, например, мы разработали 5 направлений. Первое – это агентство. То есть это, кстати, применимо для всех бизнесов. Я посмотрел, в мире практически их называют дистрибьюторами, дилерами и так далее, но это посредники, скажем. Да? Это агентство, например, в сфере образования, это агентство по обучению за рубежом. Это те, которые отправляют на разные университеты студентов. Вот первое для данного университета была предложена этот метод, и он, кстати, эффективен, потому что 30% клиентов приходят именно с данной сферы, так сказать, данных партнеров. Второе – это выпускники, то есть если в этом университете есть определенные выпускники, то есть в каком-то рынке есть, в каком-то их мало, тоже им сделать определенные взаимоотношения с ними выстроить, то есть проводить всякие различные мероприятия. Но когда я об этом говорю, вы пытаетесь на себе это применить, потому что вместо них могут быть ваши сотрудники, это могут быть бывшие сотрудники, которые уходят, например, на другую сферу, другой город переезжают, допустим, и чтобы оставить их у себя в качестве партнера, вы можете им поставить какие-то определенные таргеты, определенное вознаграждение, и это будет интересной моделью тоже. Их также использовать их в виде амбассадоров. Да? Третий пункт – это школы и колледжи, так как это университет, им важно принимать клиентов с этих аудиторий, и это, кстати, бесплатный метод продвижения. То есть вы идете в школы, колледжи, университеты, институты и рассказываете о своих университетах, и здесь
появляется интерес и поступают к вам клиенты. Подумайте, какие у вас есть платформы, где находятся ваши клиенты, где вы можете также рассказывать о возможностях и привлечь, так скажем, бесплатно, не тратя денег, новых клиентов. Также в этой индустрии четвертый пункт университеты и институты прописаны, потому что с ними были разработаны различные двухдипломные программы, трехдипломные программы. То есть это обмен студентами, допустим. Это также возможность привлечь на бесплатной основе новую клиентуру. И последний пункт – это индустрия. То есть все эти пункты расписаны по нарастающему, так как с чего начинающая компания начинает, и дальше для Swiss Education Group, допустим, с кем дальше нужно будет партнериться и с чего начинать. Да? Здесь также вы можете увидеть индустрию, так как это гостеприимство обучения, Хорека – это индустрия, где у них есть отели, рестораны, кафе, турфирмы, допустим, с ними можно будет сотрудничать. Также хотя бы как минимум кросс-маркетинг делать, да, то есть в целях пиар. То есть постарайтесь применить данную пятиступенчатую стратегию, примеряя на своем бизнесе, так как здесь аудитория у нас разношерстная, то есть различные бизнесы здесь у нас находятся, поэтому мы просто приводим вам в виде примера одну из той работы, которую мы проделали. Кстати, здесь далее я хотел рассказать отличия между казахстанской и швейцарской методики. Смотрите, здесь, в Швейцарии, когда мы учились, мы сами видели своими глазами, что есть продукты в магазинах, где прописано не то, что сделано в Швейцарии, но в основном написано отечественный продукт. Вот если у вас есть, вы выпускаете какие-то продукции, то тогда хорошо было бы, если вы прописали не как, например, сделано в Казахстане, но было бы интереснее отечественный продукт, чтобы разбудить патриотизм у нашего населения. Я понимаю, что здесь в основном бизнесы, которые делают в Казахстане. И, естественно, далее на сервис огромное внимание обращает в Швейцарии. Например, есть такое понятие «обними клиента». Да? Даже в Турции, допустим, когда вы ходите в какие-то магазины, везде вас угощают чаем, то есть показывают свое гостеприимство. Это тоже привито в Швейцарии, это тоже один из важных элементов. Естественно, кросс-продажа. То есть человек, когда клиент приходит к вам, покупает одну вещь, это, естественно, широко применяется во всем мире, но что интересно, мы отметили вот showmanship, да, то есть в Швейцарии, допустим, если ходить в dining restaurant, допустим, да, это рестораны, которые с лучшими сервисами там, и так далее, они делают всякие, через шоу преподносят еду. Возможно, эта еда там не самая лучшая в мире, но зато через шоу они продают эти продукты питания, блюда, так скажем, тем самым продавая больше, чем обычно клиенты зачем пришли. Да? В кросс-продаже также есть возможность продавать дополнительные продукции. То есть, например, если вы пришли, допустим, за кремом, допустим, в магазин, то вам могут продать и шампунь, и к тому прилагающие вещи, да, крем для дополнительных там, частей тела и так далее. Качество. Огромный момент в этом в том, что в Швейцарии, конечно, вы все знаете бренды люксовые. То есть что часы, что, допустим, другие продукции. И они очень внимательно обращают на контроль качества. То есть после каждой покупки делается обзвон отделом контроля качества, проверяется, насколько клиент удовлетворен, какие-то рекомендации, может быть, есть. Естественно, собирают фидбэк от своих клиентов. Это у нас тоже применяется, я не говорю, что здесь нету такого. И это все начинается применяться, но в Швейцарии это делается по специальному методу. Об этом мы можем еще детально с вами разговаривать в следующих презентациях также. Обратная связь. Вот, очень тоже важный момент. Допустим, в Казахстане бывает, что мы сами даже хотим что-то купить, что-то заказать, какую-то услугу. Начинаешь звонить компаниям,
по контактам, которые существуют там, в Гугле или там, в Тугисе и так далее. Не все сразу поднимают, не всегда отвечают, как бы, да, не дозвонишься, да, как бы не достучишься. Да? То есть этот момент надо тоже пересекать. В Швейцарии это очень важный момент, который они взяли на вооружение. Кадры, естественно, постоянные тренинги необходимо делать, как они делают. Да? Допустим, у нас это тоже прививается во всех в основном бизнесах. Но они еще предлагают сделать каждого сотрудника продажником. Потому что когда приходишь в магазин или в ресторан, допустим, каждый сотрудник, находящийся там, если знает тренинги, пришел по продажам, также может продать дополнительное что-то, где-то рассказать, допустим, где-то что-то, если кто-то не успевает, потому что каждый сотрудник играет важную роль, потому что они создают первое впечатление, так скажем. Также есть понятие upselling, да, то есть это до продажи. Допустим, вы приходите, допустим, в Макдональдс, хотите купить, допустим, чикен-бургер, и вам говорят, купите лучше комбо, так как цена там, и так далее, там, акция. То есть это тоже очень развитая вещь сейчас. Поэтому во многих, я как заметил, ресторанах или там, магазинах в основном используется эта техника продаж. Также составляется бонусная сетка для того, чтобы мотивацию делать для сотрудников, для партнеров. Естественно, когда вы делаете какую-то рекламу, даже если она будет бесплатная, всегда задумайтесь о вознаграждении, так как этот партнер либо клиент становится лояльным после каждого раза, как вы какую-то делаете, поощрение какое-то делаете. Ну, естественно, лояльность к бренду создается именно тем, чем вы, какую коммуникацию вы строите, маркетинговую коммуникацию со своими клиентами. Допустим, Coca-Cola, если взять, то направление, где лояльность создается путем постоянной рекламы, путем того, что у них главный месседж в том, что это счастье, это радость, это семейное, как бы, во всех мероприятиях пьют колу, как бы, да, через рекламу каждый из вас видите. То есть это приводит постепенно к лояльности. Если это люксовые бренды, то какие-то сторителлинги, допустим, рассказываются для того, чтобы создать именно коммуникацию, выстроить со своими клиентами. Здесь также мы показали, вот это, допустим, международная вот схема, диаграмму вы видите перед собой, где в основном международные компании фокусируются как базовая система для того, чтобы выстроить маркетинговую стратегию. Вы видите элементы продвижения, это реклама, это прямой маркетинг, это может быть связь с общественностью, стимулирование бренда. Они по каждому пункту думают и закладывают это в свои маркетинговые стратегии, а также придумывают другие элементы, делая это маркетинг-микс, это называется в понятии маркетинга, где создается комплекс продвижения, то есть смешивают туда цифровой маркетинг, допустим, и так далее. Об этом, конечно, мы можем вам еще долго рассказывать, но ввиду сжатости времени, в любом случае мы, если вопросы у вас какие-то будут, вы, пожалуйста, пишите, задавайте, обращайтесь в компанию «Маркетинг», мы всегда будем готовы всей команды вам помочь решить все ваши задачи. Стратегии цифрового маркетинга. Да, вот теперь давайте конкретно для трех выделили мы 3 разные компании. То есть это начинающие, среди вас, скорее всего, есть те, которые хотят начать, либо только начали компании. Есть развивающиеся и, естественно, средние такие компании, так скажем, и крупные компании, которые уже есть определенные наработки по маркетингу. Здесь мы предлагаем что? Например, начинающим компаниям мы предлагаем начать хотя бы вот введение SMM через Instagram-аккаунт и плюс сделать лендинг-страницу для того, чтобы у вас был какой-то портфель, да, так скажем, портфолио. Когда вы идете первым клиентам, чтобы они увидели в лендинге, допустим, ваши услуги, сервисы. Естественно, лендинг нужно сделать продающим. И через SMM тоже они могут посмотреть в Инстаграме, то есть сейчас век цифровой, в Инстаграме посмотрят ваши аккаунты,
насколько вы выкладываете свои продукции. Да? Далее, в развивающихся компаниях мы предлагаем к тому, что выше названо, если у вас оно уже есть, то начать уже таргетированную рекламу. То есть это даст возможность вам в цифровом маркетинге принести клиентов, сидя у себя в офисе. То есть никуда не нужно ходить, вы можете уже их набирать в онлайн-режиме. Таргетированную рекламу обычно делаем мы через Facebook, то есть можно будет запускать эти клиенты, направлять для подогрева на лендинг-страницы, на веб-сайты и потом уже в CRM-систему, так скажем. Далее разработайте уже веб-сайт вместо лендинга. Лендинг – это одна страничка, знаете, веб-сайт уже многостраничная, оно повлияет для того, чтобы постепенно выходить на SEO. SEO-продвижение – это органический выход вашей компании в списке Google или Яндекс в поисковиках. Далее идет контекстная реклама, мы предлагаем также его запускать, также повлияет на SEO-продвижение. И, естественно, это также возможность привлечь клиентов через онлайн. Допустим, это может быть Google таргетированная реклама, через YouTube можно таргетировать. Также крупным компаниям следующий это уровень. Если все это у вас уже есть настроено, то вы можете уже увидеть результат SEO-продвижения. Если вам необходима консультация, мы также можем здесь помочь. Далее необходимо делать аналитику. Это очень важно, смотреть, откуда приходят клиенты, сколько вы тратите на одного клиента, CTR и так далее. Также стратегия. Да? То есть если до данного момента вы строили стратегию как бы путем по ходу дела, то мы для особо крупных компаний особенно рекомендуем срочно посмотреть на стратегию и начать уже его составлять. Также рекомендуется уже заниматься здесь пиар-продвижением своей компании, если, конечно, оно у вас еще не настроено и вы не задумывались об этом. Воронка продаж. Здесь мы не хотели нагружать нашу презентацию, мастер-класс. Вы знаете, что сейчас прямая продажа, она уже не совсем актуальна на рынке, в связи с тем, что рынок совсем насытился различными рекламами. Это вот то, что мы сами сейчас замечаем, потому что мы в компании сами запускаем различные таргеты и видим, держим руки на пульсе, так скажем, на рынке. Поэтому вот воронка продаж, она может быть различной. Вы можете для своей компании разработать ее. И, например, первый – это, естественно, уровень, когда ваши клиенты не осведомлены о вас. Вы, допустим, запустили таргет, допустим, они пришли к вам, и вы начинаете хотя бы что-то давать на бесплатной основе, какую-то консультацию, или вы начинаете, что сильно не повлияет на доход вашей компании, что-то вы можете дать бесплатно, так скажем, для того, чтобы привлечь внимание клиентов. Также вы можете им продать не совсем дорогую вещь для начала. После этого, когда у вас соберется аудитория клиентов, которые у вас купили хоть небольшие вещи, среди них вы начинаете создавать интерес к основному вашему более дорогому продукту, так скажем, создаете желание к этим продукциям и далее уже завершаете сделку, то есть ведете клиента к покупке более крупных основных товаров, возможно, вашей продукции или услуг.